Для каждого Родина начинается с чего-то до боли родного, будоражащего сердце в любом возрасте, с любым нравом и характером. Для нашего сегодняшнего героя Родина начинается с проселочной дороги, которой не видно конца, с картинки в родном букваре, с заветной скамьи у ворот, с крылечка любимой школы. А для меня Родина начинается с этого человека. Это мой первый учитель, моя путеводная звезда, моя тихая гавань в бурном потоке жизни. И не только для меня, для любого ее ученика. Если Елена Яковлевна Кинслер вошла в чью-то жизнь, в чье-то сердце, она осталась там навсегда. И какие бы дорожки и куда бы ни заводили человека, но он всегда найдет в себе силы вернуться на правильный путь, подсказанный ему сердцем, подсказанный когда-то Еленой Яковлевной. Пусть для каждого это свой путь, ведь одинаковых дорог никому не уготовлено. Наш якутский север – это нечто такое притягательное, завораживающее, не оставляющее никого равнодушным. Люди, побывавшие в наших краях, единожды, как правило, желают возвращаться сюда вновь и вновь. Или хотя бы хранить воспоминания об этом загадочном и уникальном крае. А многие, приехав сюда на время, остаются навсегда, прикованные красотой ленских берегов, силой и выдержкой характеров коренных жителей. Наша героиня – потомок ссыльных немцев. Она не раз покидала Якутию, но возвращалась на родину. У нее была возможность уехать в Германию, но она осталась в родном селе. Ее родители уезжали на историческую родину, но вернулись. В жизни каждого человека была школа, и как бы мы ни относились к этому времени, детство, школьные годы и учителя вносят определенный вклад в жизнь каждого человека. Особую роль в становлении личности ребенка играет первый учитель. В этой Нюйской средней школе работает педагог с большой буквы Кинслер Елена Яковлевна. Есть учителя, которые учат наукам, а есть учителя, которые дают знания во всех областях и учат жить в этом мире. Елена Яковлевна именно такой педагог. Но помимо того, что это чуткий, внимательный, отзывчивый человек с большим добрым сердцем, в котором есть место для каждого ее ученика, для каждого найдется нужное слово и важный совет, Елена Яковлевна для многих непоколебимый идеал, лучший пример для подражания, эталон женщины. Сколько бы лет ни прошло, но каждый раз при встрече со своей учительницей я вижу всю ту же полную сил женщину, которую не сломили жизненные трудности. И это для меня очень важно. Деревня моя, деревянная. Село Нюя – это необычайно притягательная точка на карте России. Его население всегда представляло разношерстных людей во всех определениях и национальностях, и религиях, и взглядах, и нравов. Как и ныне несуществующий Салдыкель, откуда родом наша героиня, Нюя считался немецким поселком, так как военные и послевоенные годы сюда ссылали российских немцев, в основном с Поволжья. Поселок, построенный немецкими семьями, их потом, кровью, слезами. Те тяжелые годы и ныне живы в сохраненных детьми воспоминаниях. Это та малость, которая осталась от предков, порой ценой собственной жизни, перенесших тяготы военных лет и военной политики по отношению к немцам. Я родилась в поселке Салдыкель Ленского района, в семье рабочих. Оба были у меня работники леспромхоза. Папа работал водителем, а мама работала на кирпичном. То есть тяжелая работа была. Впоследствии мама работала в детском саду, когда прошла курсы воспитателя, а папа мой был избран в сельском совете председателем. Их родители были репрессированы. Когда началась война, их привезли в Салдыкель. Хотя у папа, отец, был чекистом, его не отправляли в Якутию на ссылку. Но так как его забрали в трудармию, жена осталась с 6 детьми, и ей пришлось ехать со своей сестрой, так как она не знала русского языка. И вот она держалась сестры. По дороге она потеряла 2 детей, и в конце концов в Якутию попала уже, когда у нее на руках осталось 4 детей. Впоследствии папин отец умер в трудармии от голода, потому что были невыносимые условия. Ну а мамины родители более-менее жили хорошо, потому что мамин отец, там целая история, он
был в числе тех, кто самый первый изучил трактороведение. И в Мухтуе, впоследствии Мухтуе, открыли завод, и где мамин отец, ну, со своей семьей, естественно, поехал туда и работал там несколько лет. Ну, он был на хорошем счету, поэтому сразу получил и квартиру, и все на свете, ну, дом. Поэтому более-менее с маминой стороны было нормально. Ну, а папа мой был дальше, в дальнейшем он был у меня партийным работником. Сначала был в комсомольской организации, затем в партийной организации. Детские годы Елены Яковлевны прошли в живописном поселке на берегу Лены, Салдыкель. Наводнение 2001 года смело его, не оставив практически ни одного дома. А в те времена это был довольно-таки богатый населенный пункт Ленского района. А природа, в окружении которой жила будущий педагог, не могла оставить равнодушным ее сердце. Елена любила свои края, как и вся ее семья. Ведь не случайно, уехав в солнечный Казахстан, они вернулись назад. Мама недолго работала, потому что потом случилось наводнение в поселке Салдыкель. В 1966 году случилось наводнение. Так как папа был водителем мой, то, естественно, он спасал других, а мы остались ни с чем. То есть, когда папа за нами приехал, у нас уже все утонуло, остался там бережок маленький. И мы сели вот и быстренько на эту машину, и вода за нами уже шла. И мы остались без ничего. Поэтому нам пришлось уехать в Казахстан. Мы там 2 года прожили, где жили его не родители, а брат и сестра. Потом мы прожили там 2 года в Казахстане, вернулись, и мама уже, ну, места не было просто-напросто, и она пошла поваром работать. А на сегодняшнее уже постоянное место жительства в село Нюю. Тогда ее называли непременно Южная Нюя. Елену привела сначала учеба. 10-11 класс она окончила в Нюйской школе. Я ходила в детский сад в селе Салдыкель, затем закончила 8 классов. И в 9-10 класс у нас там не было, поэтому сюда приехала, жила в интернатик. Вот на этом месте он стоял, этот интернат. Впоследствии я поступила в Иркутский государственный институт педагогический. Закончила я в 1982 году по специальности преподаватель психологии и методики и педагогики по дошкольному образованию. И уже тогда в ее жизни появился достойный пример для подражания ее классный руководитель Лидия Алексеевна Орлова. Работала в прошлом году Лидия Алексеевна, она учитель русского языка. Она была у меня классный руководитель. И, может быть, даже, как сказать, вот русский язык я веду уже несколько лет, наверное, лет уже 8. И, может быть, с ее подсказкой, с ее, как сказать, с ее примером, что ли, я взяла этот русский язык. Сначала я боялась, но потом она немножко помогала. Может быть, вот она, не знаю. И вот, считай, она была в 9-10 у меня классе, и мне казалось, что вот человек такой вот, ну, может, где-то иногда и ругнется так как-то, и как-то нету обиды такой. Факт то, что вот как надо вести себя с детьми, она показывала, что вот эти крики все и дергание, это все не помогает. Надо только словом нормальным. Хотя на педагогический путь ее направил случай. Это не было целенаправленным желанием стать учителем. Если честно, я специальность эту выбрала не то, что я так сильно любила в то время детей, а потому что было очень трудно куда-то поступить. Ну, я даже не знала, не могла определиться, честно говоря. И мой папа же работник был партийный, и поэтому там предложили путевку в город Якутск сначала на воспитателя, вот, то есть на высшее, чтобы было высшее образование. И у меня был конкурс не конкурса среди российских, так скажем. И именно вот с Якутии нам дали, в общем, 20 человек. Нас поступило, туда поехали поступать, но поступило 10. То есть 10 мест было специально для Якутии. После окончания университета Елена приехала в Нюю. Отсюда родом был ее муж. Здесь и осталась.
Родители в 90-х годах, когда репрессированным немцам дали возможность уехать жить на постоянное место в Германию, покинули ставшим родным север. Дети же остались в Нюе. В скорости вернулись и родители назад, в родные Пенаты. Сердце звало домой, в затерянный в таежной глуши далекий якутский поселок. К детям, которые продолжали жить тихой, сельской, размеренной жизнью. Елена Яковлевна обучала сельских детей, воспитывала своих. 10 лет она отдала детскому саду и уже более 30 в школе. Ну, здесь я проработала 10 лет в детском саду воспитателем и по совместительству методистом. Там, правда, 3 года. Затем, через 10 лет, ровно 10 лет отработала, Василий Иванович, так как не хватало учителей, позвал меня сюда, в Нюйскую среднюю школу. Хотя, конечно, я сначала боялась очень, но потом пошла. Тогда бы учителей не хватало, и было 9 учителей начальных классов. И почему-то получилось так, что 3 не хватало. И вот нас с детского сада 3 забрали. Ну и с тех пор я работаю здесь. В 2019-м Елена Яковлевна получила еще одно образование по специализации – учитель начальных классов. Сегодня у нее 8-й выпуск деток. Дети получаются всегда своеобразные, разные. Работа мне нравится, поэтому про пенсию пока не думаю. Труд школьного учителя с каждым годом становится все сложнее, но свою работу Елена Яковлевна не готова променять ни на что. Везде тяжело с детьми, с родителями, особенно в последнее время с родителями, потому что дано много очень прав родителям и детям. Везде сложно. Но я думаю, что больше видно твоей работы, которую ты вложила, это в учениках. Ну и, конечно же, очень приятно, когда я слышу про своих учеников, много слышу хорошего. У меня был очень интересный класс такой, там были такие дети с интересными изречениями. Я даже не знаю, вот, что рассказать, потому что их было очень много. Вот у меня учился Илья Сивков. Это был особый такой феномен по всяким случаям и всяким высказываниям. Любовь к профессии – это залог успеха в любой сфере, но в педагогической особенно. Ведь здесь недостаточно, чтобы тебе нравилось то, чем ты занимаешься. Здесь необходимо любить детей. Даже вот, допустим, двоечник-ученик, который, может быть, тебя когда-то не любил, что ты там ему 2 поставила, еще что-то, то сейчас, какое-то уважение, что ли, осталось. И поздороваются, и где-то напишут даже, и остановятся, всегда поговорят. Таких много можно. И вот это радует, и радует то, что ты в них что-то вложила. Человек невольно дает оценку всему происходящему, хотя имеем ли мы право на это? Но нас так научили, прежде всего, оценивать свои действия, свои поступки и их последствия. В детстве наши знания оценивали в рамках школьной оценочной системы. Но только теперь, став взрослыми, мы можем по достоинству оценить тот вклад, который внесла в нас наш учитель Елена Яковлевна Кинслер. Уважаемая Елена Яковлевна, в этот день хочется пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и просто человеческого счастья. Пусть все в вашей жизни складывается удачно и гармонично. Невозможно выразить словами то душевное тепло, которое я несу на протяжении всей своей жизни в своем сердце и в душе. Я вас очень люблю. Желаю вам самого крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы ваши близкие и родные были здоровы, счастливы, чтобы ваши воспитанники приносили вам только радость. Будьте здоровы и счастливы, я люблю вас. Вы большая молодец. Обучили и даже в какой-то мере воспитали очень много детишек. Работа учителя, как мы все понимаем, не за деньги, а за идею. И благодаря вашей идее у многих детей заложился фундамент. А его дальнейшее развитие – это дело каждого. Вы свое дело сделали, и сделали его на отлично. Спасибо за полученные знания. Вы человек, который несет в сердца своих учеников свет, тепло и доброту. Вы научили нас дружить, мечтать, творить, любить. Спасибо вам огромное за это. От души желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, бесконечного счастья. И это все, что можно пожелать, и все, что нужно для хорошей жизни, как я считаю. Дорогая Елена Яковлевна, вы наш первый учитель, наставник, пример для подражания. Хочу сказать вам спасибо за вашу доброту, любовь и заботу, которую вы ни одному поколению подарили.
Вы дали первые знания, заложили ту базу, которая для многих стала толчком для обучения, для достижения поставленных целей. Вы всегда сопереживали, поддерживали и радовались нашим достижениям. Радостно осознавать, что те, кем мы стали, благодаря тем маленьким кирпичикам, которые были заложены в нас в самом начале. Мы вас очень любим, ценим и часто вспоминаем. Привет из Санкт-Петербурга. Какими выросли ее ученики, кем стали? Главное, чтобы человеческие чувства им были не чужды, чтобы все то, чему учила их все годы Елена Яковлевна, нашло отклик в сердцах каждого. Не каждый педагог, к которому можно подойти, поделиться, она идет, даже можно поставить ее в ряд с родителями, в один ряд. А иногда в некоторых ситуациях даже выше, потому что ребенок не всегда может поделиться со своими родителями с каким-то случаем, ситуацией. А вот именно к ней он подойдет, расскажет, и она действительно скажет, как и научит, как нужно относиться, как выйти из этой ситуации, как нужно относиться к себе, как нужно относиться к людям, как нужно относиться к окружающим. Она большой наставник. Ну и, наверное, это говорит о многом еще и по ее стопам пошли дети, ее ученики, тоже есть учителя. Не осталось бесследным присутствие Лены Кинслер и в жизни ее коллег, с которыми она плечо к плечу шагает уже много лет. Мы с ней получается, на сегодня работаем 29 лет. А вообще общий стаж у нее 39. Вот на следующий год уже 40 лет будет. Но это настоящий истинный педагог, с большой буквы можно сказать. Потому что она передает свои знания детям, она учит их жизненному, ставит их на правильный жизненный путь, говорит, как нужно действовать, как нужно себя вести в той или иной ситуации. Это вообще коллега полна сил и энергии. Вот что мне в ней нравится, она полна сил и энергии. Она очень творческий человек, она хороший помощник. К ней можно обратиться в любую минуту, в любую секунду. Она всегда подскажет, она всегда поможет. Как мать, можно сказать, тоже много о ней. Она воспитала 2 таких прекрасных дочерей, которым дала высшее образование, несмотря на то, что она очень рано потеряла любимого мужа. В настоящее время она помогает, растит, воспитывает 4 своих внучат. Нынче у нее внук тоже поступил, старший, в высшее учебное заведение. Это тоже, наверное, о многом говорит. Как мама, как бабушка она состоялась, как жена. И мне очень повезло, что я встретила в жизни такого педагога, такого коллегу, и просто такого чудесного человечка. Уметь любить людей, какими бы они ни были, с их особенностями, достоинствами и недостатками способен не каждый. А Елена Яковлевна тот редкий человек, в чьей системе понятий найдется объяснение и возможность оправдать и помочь любому. Ведь кроме учеников, учитель ведет большое взаимодействие с родителями. Во-первых, надо понять детей, слышать, что они хотят. В смысле, как слышать? Понимать, что они хотят. Во-первых, у нас, например, здесь, в сельской местности, очень много неблагополучных семей. На детях это очень сильно отражается, на их учебе, на их поведении, и поэтому их понимать надо. Много таких случаев, убегают из дома, сегодня был случай, убежал из дома. То есть надо понять ребенка, что ему тяжело дома. И поэтому у нас в начальной школе, в нашей начальной школе, у нас очень хорошо поставлена работа с родителями. Это одно из основных у нас задач – правильно работать с родителями. То есть тоже и родители где-то услышать, им тоже кому-то плохо, и кому-то надо помощь. Есть среди выпускников Елены Яковлевны и те, кто пошли по ее стопам. Одна из них – племянница. Учить родственников – задача не из легких, признается опытный педагог.
Елена Яковлевна образцом для подражания стала не только чужим детям, но, конечно, и своим. А у нее две прекрасные дочери – Ольга и Наталья. Старшая тоже стала педагогом. Моя старшая пошла по моим стопам, только она, наоборот, закончила Иркутский университет учителем, а работает воспитателем. Но сейчас в данный момент она работает старшим воспитателем, методистом. Ну, уже много лет. Младшая дочь моя работает в сельском совете администрации, тоже у обеих семьи. Помимо учебного процесса на плечи Елены Яковлевны падает огромный пласт внеклассной деятельности. Она возглавляет методическое объединение начальной школы более 20 лет. Она готовит учеников к олимпиадам. Ее награды и достижения можно перечислять и перечислять. Ну, например, вот сейчас в последнее время это знакомство с новыми технологиями, вводить эти новые технологии КТ, это работать с техникой. У нас сейчас очень развито вот это работать с техникой, с компьютером, с интернетом. Особенно сейчас в пандемию нам приходится работать, когда мы были на карантине, приходилось работать и с детьми, и с родителями. То есть вот это тоже и приходится и родителям как-то это внушать, что это нужно, и самим учиться. Мы каждый раз учимся, постоянно учимся. Мы вели с Еленой Федоровной кружок, театральный кружок. То есть мы занимались кукольным театром. То есть это было очень здорово. Чтение без принуждения, математический там кружок. Мы вели раньше это. Я говорю, сейчас просто... И вот сейчас еще у меня 6 класс, русский, литература. Еще появился новый предмет родная русская литература, родной русский язык. Поэтому времени очень мало. Вообще у нас очень хорошо вот это все организовано. В конце года у нас подводятся итоги по номинациям. Ну, вы, наверное, там видели, если вот посмотрите прямо уголки и по номинациям. Да, у нас очень много начальных классов, много детей. Я хочу даже не за себя сказать, за всех. У нас номинации художник, номинации там лучший читатель года и так далее. Конечно, для педагогического состава школы этот человек востребован и незаменим. Ее опыт, ее навыки, ее колоссальный вклад высоко ценит руководство. Учитель, конечно, ведущий такой. Она у нас является руководителем МО начальных классов на протяжении уже многих лет. Соответственно, неоднократно подготавливала и победителей районных олимпиад по предметам начальной школы. Поэтому человек для школы с большой буквы у нас, Елена Яковлевна. Покидать родные края Елена Яковлевна не планирует. Нюя для нее стала домом в том самом истинном понимании этого слова. В город Ленск звали меня, и в частности в 6-ю школу меня уговаривают уже не знаю сколько лет. Я думаю, что здесь родные дети уже все, и вообще для меня городская жизнь это тяжело. Я приезжаю в город Ленск, я потом приезжаю очень уставший и разбитый, поэтому мне лучше сельская местность подходит. Ну и также дом там свое, в этом плане, свое хозяйство, дом и так далее. Она любит, наверное, каждой клеткой подсознания свой родной уголок. Этот размеренный деревенский бег времени, тягучие долгие зимние вечера, под завывание ветра в печной трубе и треска дров в раскаленном до красна очаге, знойные, жаркие, звонкие летние денечки с речными прогулками по любимой всеми северянами матушке Лене и красочные пейзажи берегов Нюи. Зябкие, но такие яркие и солнечные весенние утра, врывающиеся в комнату щебетом прилетевших с юга птиц и ароматом свежевспаханной пашни, обдающие холодной дрожью терпкие осенние будни с ярко-бордовыми косами деревьев у родного крыльца школы, голосистым звонком, зазывающим на первый урок и, конечно, астрами, неизменным атрибутом Дня знаний. Помню, когда-то в 4 классе мы поздравляли Елену Яковлевну с днем рождения красивыми стихами какого-то российского поэта. И она сказала, что ей было бы приятно, если бы кто-то из ее учеников вырос и стал писать стихи. Может, именно поэтому я начала писать стихи. Ведь любовь к чтению, книге, литературе мне привили 2 человека – мама и Елена Яковлевна. В
Все дороги ведут в эти двери. Я стою у родного крыльца. Сединой на висках все потери. Я верна только вам до конца. Позабытой сентябрьской трелью голос ваш, как сопрано, звучит. И по-прежнему сердце вам верит. От него вы храните ключи. С покаянием к родному крылечку, к этой лавочке среди берез. Я вернусь, мы пройдемся над речкой, и сдержать не сумею я слез. Пусть звенят голоса в вашем классе, они мне, как на душу бальзам. Пусть от всех и всего отреклась я. Вас и родину я не предам. Она учит анализировать, делать выводы, доказывать, приводить аргументы. Но помимо этого наша первая учительница воспитывает в своих учениках чувство патриотизма, знакомит с историей страны, с тяжелыми годами Великой Отечественной войны, учит гуманному отношению к животным, уважению к старшим, состраданию к ближнему, бережному отношению к природе. Когда-то мы вместе плакали над Муму, смеялись над рассказами Носова, рассуждали над произведениями Асеевой, оценивали действия и поступки литературных героев, осуждая, сочувствуя, сопереживая. Мы знали, что такое хорошо и что такое плохо. Как когда-то мы вместе с ней, так теперь другие ее ученики, пришедшие нам на смену, по маленьким шажочкам открывают мир, расстилающийся за пределами школьного крыльца и убегающий дальней тропкой за родное село. Конечно, в жизненной дороге многое теряется, но я думаю, что в каждом ученике Елены Яковлевны несокрушимо главное – любовь к своей малой родине, переплетенная с любовью к своей первой учительнице, которая с детских лет для нас яркий маяк, ведущий сквозь неудачи, надежный причал, к которому спешишь пристать, столкнувшись с трудностями. И даже если мы оступимся, ее незримый укор, ее огорчение дотянется до нашей души и совести. И мы поспешим попросить у нее прощения за все свои промахи и неудачи. Я к вам спешу с поклоном до земли. Вы для меня всегда вторая мама. И я спешу признаться вам в любви. Вам самой милой, лучшей в мире самой. Вы нас за руку в первый класс вели. Учили нас читать и писать красиво. И я смогу признаться вам в любви, от всей души сказать спасибо. Вы помните, читали по слогам мы первые стихи, рассказы, сказки, порой были уставшие глаза, но излучали всегда свет и ласку. Вы научили нас добро творить, быть справедливыми всегда в дороге. И я спешу признаться вам в любви, пусть ваше сердце будет не в тревоге. Пусть дети будут вам тепло дарить, родные и воспитанные вами. Спешу я вновь признаться вам в любви, моей любимой второй маме.